Здравствуйте, ребята! Суммативное оценивание за раздел «Сила искусства». Послушайте ключевые слова, словосочетания. В театре, картинная галерея, чтение книги, литературный текст, писатель, читатель. Как вы думаете, о чем будет текст? Конечно же, об искусстве. Прослушайте текст «Волшебная сила искусства». Искусство действует на нас непосредственно своими образами, увлекает, заставляет переживать происходящее. Мы забываем, что находимся в театре, картинной галерее, читаем книгу. Но самые любознательные и проницательные не довольствуются этим. Их интересует еще, как сделано художественное произведение. И этот интерес отнюдь не праздный. Он помогает глубже понять искусство, ведет нас в творческую лабораторию художника, писателя. Умение видеть, как сделан художественный текст, не мешает воспринимать его эстетически. Напротив, оно помогает сделать такое восприятие более совершенным и тонким. Необходимо выработать в себе умение анализировать литературный текст, создать свою собственную творческую лабораторию изучения поэтического языка. Конечно, лаборатории писателя и читателя – это не одно и то же. Многое в истории создания литературного произведения остается так и не указанным читателем, неясным и даже загадочным. Но гораздо важнее другое. Вдумчивый читатель, следуя за писателем, проделывая сходный путь, переживает сходные образы, продумывает сходные мысли, учится у писателя мастерству художественного слова. Определите истинность, ложность утверждения. Интерес к искусству помогает глубже понять произведение. Это истина. Читатель должен не только изучить произведение, читатель должен только изучить произведение, а не анализировать. Это, конечно же, ложь. Читатель испытывает такие же чувства, что и писатель. Это истина. Дайте развернутые ответы на вопросы, какое качество нужно выработать, чтобы быть вдумчивым читателем. Чтобы быть вдумчивым читателем, необходима заинтересованность в читаемом материале, а также усидчивость и терпение. Чему учится читатель, следуя за писателем? Следуя за писателем, проделывая сходный путь, читатель переживает сходные образы, продумывает сходные мысли, учится у писателя мастерству художественного слова. Рассмотрите таблицу, составьте диалог на тему «Роль музыки в жизни человека». Приведите 2 аргумента. До свидания, ребята. До следующих встреч. Удачи вам!